Tas, Ökmüs, Kökyamüs, Şijim, Kvayt, Vit, Нёль, Куим, Кык, Катик. Алло, включай, шоу началось. Вы смотрите авторский канал Генрих Немчинов. Чё вам надо, РТС? Главная фраза всех моих роликов. По Коми означает «Привет, дорогие друзья». Это 205-й ролик на канале Республики Коми. Действие происходит далеко на севере, там, где течет могучая река Печора. Желаю приятного просмотра. Но рассказ начну с леса. Издавна, после дня Ивана Купалы 7 июля, Коми народ шел в лес, чтобы собирать веники. Тогда, по Коми у Галика, срок годности становился выше, листья крепче. И вот мы сегодня находимся в лесу, чтобы собрать веники. А сейчас вам открою секрет, как быстрее собирать веники. Повторяйте в лесу такие слова. Ваймен галик, 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 галиквай. О, 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 о. Унджикове, унджик, унджик, унджик. О. Но если вдруг это не получится, знайте, как завязывать веники. Берем такую веточку, можно с веника прямо посередине втыкаем. Тут вышло. Тянем, тянем. И завязываем. Завязали. И воткнули. Чтобы глубоко было. Так, хоп. Воткнули. Все. Веник завязан. Посмотрим, что там шепчет Морошка. Скоро придет время ее собирать. Веники собирал в этой стороне. Пойдем в эту. О, мир помустатовалуас. Бур-бур-бур. Тогда я морожку нашел, но за все лето собрал только вот столько ягоды. Потому что морожки в этом году не было. Да нет в этом году морожки. Зато по болоту нагулялся вдоволь. Время болотной легенды. Земли и неба не было. Было болото и на нем кочки. Болото выступает как метафора изначальной неразделенности воды и земли. Болото – это иное пространство времени, где для живого человека не только нет твердой почвы под ногами, но и время изменяет свой ход. Считается, что нельзя долго оставаться на болоте, иначе в голову ударит запах болотных трав и перестанешь замечать, как идет время. Реальное галлюциногенное воздействие болотной флоры нередко осмысляется в народной традиции как действие со стороны сил, обитающих в ином мире или на границе с иным миром. Для сказок и быличек Коми типичным является мотив нахождения унесенных нечистой силой или пропавших без вести на территории болота. Как правило, их находят полностью обнаженными или изодранной в одежде. В Коми считается, что на болоте ни в коем случае ничего нельзя оставлять из личных вещей и одежды. Путь по болоту в фольклорных текстах и в быту всегда рассматривается как опасное для человека путешествие, предполагающее возможную встречу с обитателями иного мира. На болоте хорошо, но все равно не то. Может, по речке покатаемся? Дискотека дискотекой, но, как говорит Коми народ, уж-то дни не мошед. Без работы ничего не добыть. Главная добыча летом у северян – это сено. Его косят на заливных лугах через речку от села. Так как у нас река Печора, а она широкая, лошадей перевозят на баржах. Все поля за Печорой раньше были колхозными. Теперь многие из них пустуют.
Никто тут сена не делает. Хотя трава очень хорошая. Не то что в южных районах. Тут преобладает разнотравье. Поэтому раньше говорили, что в Печора-Ижемском крае трава самая хорошая. Желательно тут и строить колхозы. Но у нас колхоз, например, не работает в селе. А колхозы сейчас развивают в южных районах Коми. Потому что ближе к центру. Центр Республики Коми – город Сыктывкар. Прикольный на самом деле город, совместил в себе и старину, и современность. Но еще до революции были трудности с транспортом для приезда до Сыктывкара с севера. Решили сделать отдельный центр Печорского края. Он бы расположился в нынешней деревне Диюр. Летом в Диюре побывал, узнал, что название деревни происходит от коми слова «ди» – остров и «юр» – голова. Населенный пункт расположен в верхней части острова, условно в голове. В этом здании примерно 1900 года постройки был приют для детей из неблагополучных семей. Сейчас сюда в планах сделать что-то похожее на гостевые дома. Будем ждать. Ведь гостям Ижемского района есть что показать. Например, тот же артиллерийский тягач, найденный в поселке Иргеншар. Октат кушам год щань, 50 ящань или 50 после 50-го. Шорын, шореш уема, шорын. И шорын за краскал стайне на колема. Краскал. Шевы стайне кутам. Или же круглые камни в деревне Малое Галово. Камни постепенно рушатся, поэтому у вас есть несколько сотен лет, чтобы посетить их. И обязательно, слышите? Обязательно пустите, по реке Ижма. Вот и мы пришли к озеру. О, тут уже рыбачит. Кто такой? Повернись. Мой друг Владимир Трошев, известный комик-гармонист, тоже приезжал в наши края посмотреть на северное лето. Опа, вот такой. Большой, да? Вот такой. Всегда на рыбалке с собой таскайте дополнительные крючки. Они вас выручат. Так, больше там ружащуям. Какачгар там, беркыскам. У хорошего рыбака такой хвостик не остается. У меня остался. Вывод делайте сами. Сколько мошек появилось тут. Сколько мошек вышло. Да, на севере много мошкары, только сетка и выручает. Как люди умудряются жить летом прямо в этих домах? Их тут специально строят, чтобы каждый день с села не ездить на сенокос. Даже есть место Ниеч. Вообще похож на лесной город, тут очень много избушек. Коми в лесу так и ориентируются, называют места именами. Вот мой дед назвал несколько местечек, которые нам нужно было пройти. Я бин видел там. И вам попунули. Ветер с моря дул, нагонял беду, и сказал ты мне, больше не приду, видно не судьба. Удивляешься, как много можно успеть за летний день. Мы немного подкрепились и дальше трудились на поле. Так получается, что не каждый год удается посетить кладбище, но в этом году приехал на кладбище к своей прабабушке. Летом все зарастает травой. Стоят памятники. Где-то уже разрушены даже ограды. Где-то еще есть ограда. Вот интересный памятник. Прямо дерево, это памятник. Я помню, как примерно 13 лет назад, провожая человека в последний путь, по дороге на кладбище кидали еловые ветки. Это означало, что усопший шел по чистой дороге. Наступать на ветки запрещалось, чтобы не пришлось в ближайшее время уходить такой же дорогой. В последние годы так провожают реже. Сено оставляем возле кладбища, домой не приносим. Нет, это не какой-то ритуал. Просто в этом году действительно много сена. Наверное, тут похоронен летчик, потому что на этом памятнике прикреплен винт от самолета. La Pecioran răbitis aviotehniken, da tragecestke kuli. Porinjik dekin kavali kudria юрсями помнита. Тема будет туша. Рядом с могилой даже черника растет. На кладбище спокойно. Такого спокойствия никому не пожелаю.
Друзья, вот и подошел финал ролика. Надеюсь, мой край вас впечатлил. Ягин бедмі, земмі чапоже, силенетко діфіді. Щиктин бедмі, згагаре, що же маміча, еткани. Щиктин бедмі, згагаре, що же маміча, еткани воски, кая посе передам, а медборягиш кискала. Ретнас мона не лес корала, щем'я пичкиш, не чиш там. Ретнас мона не лес корала, щем'я пичкиш, не чиш там. Аски каї посе перед ним, ой мене решет, ретнас мони не лес коравни, не лед мєсає єзипі, ретнас мони не лес коравни. Нилен мєсаєм не єзипет, коркем, єчкем, поет періздав, пєсвеле озе даладми, корке, єчке, нилед мониздаг, тервеле єзладми. Корке, єшке, не лед мониздаг, тервеле єзе зладми. Ягин ведмі, земмі чапоже, силенетко діфіді. Щиктин бедемі, згагаре, що же маміча, еткани. Щиктин бедемі, згагаре, що же маміча, еткани.